Хорошая погода сегодня. Прям отличная. Для прогулок. Солнце светит. И место прекрасное тут. А смотрите, сколько подсада. Тропинка моя. Вот по этой тропинке я и брожу. Здесь пилой даже раньше пилил, прочищал. Муравейники пока целые. Там капканы. Капканы. Такая коробка, где вот буранится. Бывает, такие коробки дома делаю и развожу там, раскидываю. Вот так. Вчера тут я уже немножко поработал. Вот. Видно, как я рубил. С этой тропинки мы сейчас ходим уже на другую тропинку. Больше, дальше пойду. Вот это погода. Вот это райский уголок. Как комарья нету. Хорошо ходить. А тут вот уже старые, но видно как просека. А в этой стороне непонятно. Или вон туда куда-то идет. Здесь раньше лес вывозили на лошадях. Такие тропинки там бывает попадаются. Но уже все заросло и непонятно уже где какая тропинка. И вчера тоже рассказывал. Видно, как немножко разворошивает там. Или по насту ходил тут медведь, там немножко чуть-чуть раскидал и все. И каждый муравейник так. В основном. А может и другие звери какие. Может лиса. Не знаю, вряд ли, но я как думаю, все-таки это медведь так проверяет. Ну, что там вкусное? Очередной капкан, ребят. Пошли. Лок. Ух, какой. Там привада еще, наверное, есть. Чувствует. У нас сейчас все должно уже цвести. А идет снег, вон. Снег вышел. Блин. Вот вам и урожай. Вот это весна. Блин, начало мая там 30 градусов тепла было. 30 градусов. А сейчас вот уже должно все цвести, тепло требуется всему. Лесу. Чтоб все зацвело там. Урожай какой-то был. Но не хочет, потепления нету пока. Вот смотрите, черника, цветы приостановились, все. Ну посмотрим, может еще что-то да будет.
Если будет черника, будет и боровая дичь. Но это только цветки такие появляются на, знаете, вот бывает пустоцветы. Пустоцветы много раз. Цветет хорошо, а урожая нету. Это пустоцвет. Пустоцветы получаются, потому что погоды нету весной. Вот такие делишки в наших лесах пока. Природа мутит, каждым годом все непонятнее. Ребят, я на избе. Пришли сейчас. Время 13:17. Ну, второй час уже. Второй час. Нагрею суп. Скипячу свежий чай. И дальше будем работать. Я сейчас со своей тропы охотничьей пришел, что возможно там поработал, зачесы, тропу прочищал и еще кое-какие работы сделал. Сейчас после того, как мы отдохнем, покушаем, я еще собираюсь, и время есть, хотя бы до 7 вечера можно нам еще побродить. И я сейчас съезжу, с собакой мы съездим на лодке, придется съездить. Сделаю еще несколько солонцы. Соль привез, надо сделать. Вот такие планы на данный момент. Как всю эту работу сделаем, можно и расслабиться на сегодня. А завтра уже будку будем доделывать и соберемся и поедем. Костер не стал разжигать, газом быстрее, намного быстрее. Буквально там 10 минут и еще чайник поставлю по-быстрому так. Аппетит проявился, хочется покушать. Никого не видели, сколько уже бродим. Сегодня вот сколько ходили, не знаю по километражу сколько, но вот во сколько мы вышли. Где-то часов 8, наверное. Не помню уже, во сколько мы вышли-то отсюда. С избы. Но не меньше 4 часов мы в пути были. Ни одного рябчика не видел. Ничего не видели. В одном месте только тулан более активно начал бегать. Я не знаю, что он учуял там. Может там птица какая была, может зверь пробежал, может еще что. Но активно он начал бегать туда-сюда. И все. Тишина, полный штиль в тайге.
А по насту, когда вот мы приезжали на Буране, и рябчики вроде были, может уже на гнезде они сидят там, но все равно самцы-то должны свистеть. Взлеты должны быть. Фу, устал даже немножко. Собака тоже лежит. Набегался. Ой. Но у него круг больше Айды. Айда-то возле меня. Он его редко начнет как побежит и не видно его. Где, как. Где ходит, потом придет. Вот. Вот такие делишки, ребят. Все нормально. Какой-то жучок залетел. Вкусно. Сейчас у нас 8 градусов. 8 градусов на улице. И эти 8 градусов ничего даже не даешь, ну этот, как его, тепло. Сейчас снегопад то начинается, то перестанет, то начинается, перестанет. И вот так целый день. Уже обед, время. Как быстро время летит, но ничего не успеваешь. Туда-сюда. Еще Заречье там большие круги остались, но туда уже не пойду. Тем более без ружья. Нет. Там точно уже долина медведей, там этих медведей, там-то факт, там точно есть. Сейчас возле речки там ходили. Основную работу сделал. Потом остальное осенью. Ай. Осенью вообще как белка в колесе там. Все бегом надо успеть. Одному тоже вот. Ну вот если вот кто с напарником охотится, там, конечно, один плюс в том, что всегда один где-то на малом круге или поближе от избы там или на рыбалке, все равно придет там еду сварит, там печку затопит, а второй уже придет в теплую избу, уже горячий чай тебя ждет. Один плюс вот в этом. А в остальном, ну или трудные минуты, конечно же, товарищ-то может и помочь там, действительно может помочь спасти даже. Вот так. Но каждый тоже должен испытать себя, побыть один в тайге. Сможет ли, скажем, несколько дней, неделю. Ну, у меня максимум месяц в тайге я пробовал. Больше месяца не было у меня. Уже закипает.
Ладно, хватит, наверное. В принципе. Потом закипит. Так. Хорошая горелка, вон, смотрите. Прикупил, сколько лет уже пользуюсь, между прочим. Чтобы не сглазить, там нормально работает. Компактный и легкий. Не надо чемоданы покупные чемоданы. Дома я тоже пользуюсь этими. Газовая горелка, которая как плитка. Он тоже нормальный, в принципе. И дома этими плитами там пользуемся, блины печем. Когда света нету в деревне, в селе, этой плитой пользуемся. А в походных условиях вот это самое то, ребят. Имейте в виду. Я, если рекомендую, уже качественно и без обмана. Эта плита в хозтоварах продают там в разных магазинах. Покупайте. Можно в рюкзаке с собой таскать. Можно хоть где. Я, короче, всегда с собой стараюсь брать, когда на технике, на буране, когда езжу. Или же на лодке. Вот. В этом году даже на охоту в шалаше сидел с такой горелкой, там тепло было. И комментарии тоже были, что все открыто, весь шалаш открыт, а что я говорю, там мне тепло. Это действительно тепло, ребята, там снизу такой жар вот идет, и я не знаю, как-то получилось, что у меня циркуляция, вот действительно ветер был сильный, но вот там я с правой стороны закрыл пленкой, а как-то циркуляция тепла была, что хоть сверху у меня открыто было, но не холодно мне было, тепло. Вот. Ладно, сейчас я буду обедать, сейчас будет обед у меня. И придется съездить еще. Ну не придется, а съезжу. Сделаю солонец. Сделаю. А осенью уже посмотрим, как там кто-то придет или там подойдет, или там привыкнет к этому солонцу. Или вот интересно мне просто. Вот в прошлом году 2 солонца я сделала. Конечно, подхода не было. А сейчас у меня новые идеи, и надо попробовать как-то по-другому сделать эти солонцы. Вот. Если тоже будет такое дерево, которое мне вот надо, вот, ну, в планах, где я буду делать. Но если что, я покажу, то без проблем. Поделюсь своим опытом, которого нету в этом деле. Насчет солонца я новичок. В прошлом году вот побаловался. В эту зиму тоже много смотрел про солонцы там, как они делали люди. Некоторые вот именно даже, знаете, вот никаких там не надо деревьев, они на землю засыпают и закрывают соль. А потом на вышках сидят. И знаете, это уже там натоптано, как я не знаю, там уже несколько лет охотились они там. И вышка там на вырубке. Но продолжение фильма как-то я и не видел. Вот хотелось тоже посмотреть, как там добывают на этих солонцах кого. Ну там косули, да, и еще какие-то в южной стороне. Или наоборот в Сибири. Косули где. Вот.
все, ребят, я, короче, обедаю. Брожу по тайге, ребят. Время 16:58 уже. И сейчас нахожусь в прошлогодний солонец, который я делал. Вон он. Все растаяло. Но соли дофига еще. Подхода ничего не было. Это сам по себе, наверное, тает соль. И пропиталась он уже весь просоленный этот. Ну не знаю, вот мне показалось, что сюда подойдет кто-то, но нифига. Год прошел, уже второй год. И к сожалению, в этом году тоже ни следа, ничего. Хотя в прошлом году вот материал я пилил, делал все это дело. Вот осина, где я работал. Вот смотрите, обчесали все лоси. Вон тут тоже. Здесь я пилил материал, заготовку делал. Короче, лоси кормились тут, но к солонцу категорически не хотят подходить. Где моя ошибка, что я не так сделал, пока не знаю. Вот такие делишки, ребята. Будем надеяться, что в этом году кто-то подойдет. Вон кормились как. Ну да ладно. Фиг с ним. Я сейчас тоже уже делал сегодня 2 солонца. Но снимать я не стал. И, наверное, не буду показывать. Потому что какой толк от этого? Про солонец видео в ютубе куча, очень много, и профессионально там все делают, показывают и охотятся с солонцами, а я так себе что-то пытаюсь, испытываю, но не знаю, если в этом году, вот я сейчас сделал тоже, и если в этом году не подойдет никто, я это дело заброшу, все, финиш. Короче, как мы видим, вот осину, ну, может быть, не надо никакие там выше делать, там приспособы. Может здесь вот так на этой осине выемку сделать, соль посолить там и все дела. Не надо мудрить, там экспериментировать что-то. Вот. Ну все, солонец мы, ну вот буквально вот 20 метров в стороне от этого бревна. И не хотят. Но в этом году уже вторые сутки, второй день я в лесу. Несколько. Сегодня целый день, можно сказать, в тайге я брожу. И ни одного свежего следа я не видел лосиных. Не знаю, потом миграция, видно, не началась еще. Может, из-за этого. Но и осины тут вообще мало. Очень мало. Вот кругом ельник, береза. Осины нету в нашей стороне. Я охочусь. Наверное, все-таки осторожничают и, может, боятся этой конструкции. Но весь просолен его. Пропитался уже дерево это. Так что, если подойдут, так подойдут. Понравится, я думаю. Еще, наверное, час-полтора я поброжу тут. И буду возвращаться
обратно домой, в избушку. До 7 я все дела должен закончить и надо ужин готовить. Блин, опять уже захотелось кушать, хочется кушать. Нормально там, с тушенкой что-нибудь, или макароны, или гречку я сварю там на ужин. Что-нибудь придумаем. План вроде тоже. Между прочим, рябчиков видел. В одном месте одного и второй где-то здесь, наверное, недалеко. Недалеко тут. Но только чуть пониже. Там еще, короче, 2 штуки видел их. 3 рябчика вообще в сложности есть тут. Ладно, пойдем. Вот. Наконец-то мы на избе. Пила, мусор, пачки соли. Вот такой полный мешок был. Такие делишки. Так. Время 7 часов. Без 5:07. Вот это да. Угадал я по времени. Примерно до 7 сказал, должны справиться. Так и получилось. Дофига, конечно, заняло время. Все. Раздеваемся. Топим печку. Варим, парим. Собак надо накормить, еще собаку. И все ништяк. Самое главное, мы на избе. Так. Всего лишь 3 градуса на улице. 3 градуса. Ну, сейчас пока ездили, ходили. Чайник у меня тут. Блин, руки трясутся от напряжения. Сейчас пилил еще я тропинки там. Все трясет. Надо покушать, поесть, пожрать. Кому как. Да. Дождя не было во время этого похода. Сейчас как после обеда пока ходили. Пару раз так снежок выходил. И сейчас еще затянуло небо. Облачно стало. Не знаю, к дождю или к снегопаду. Ладно, буду разбираться с ужином. Позвоню домой. А там посмотрим. Буду отдыхать, наверное, уже все. Ничего сегодня больше делать не буду. Ничего. Я, наверное, немножко устал. Ну, в принципе, где-то с 8 часов, наверное. Сейчас 7 часов. С 8 часов уже на ногах. Что-то, да, все делали. Нормально. Человек должен работать 8 часов, а я работаю в лесу, можно сказать, весной 12 часов. Конечно, осенью 6 часов встаю, в 7 выхожу в тайгу, в 4 часа уже начинает темнеть. А весной хоть у нас белые ночи уже начались, сейчас хоть без фонарика круглые сутки работай. Такие делишки.